Альхамдулиллахи раббил аламин, ассалату ассаламу аля ишрафил мурсалин, сайидина Мухаммадин аля алейхи саллям. В прошлый раз у нас было вводное занятие к тексту акиды имама Тахави. Сегодня мы с вами немножко познакомимся с самим имамом Тахави, кратко скажем о нем, его биографию, и непосредственно уже начнем изучать текст. Итак, полное имя Абу Джа'фар Ахмад бин Мухаммад бин Салама бин Абдул-Малик аль-Азади аль-Хаджари аль-Мисри ат-Тахави аль-Ханафи. Здесь перечисляется то, что называется нисба, его отношение либо к племени, либо к месту, где он родился, и так далее, и тому подобное. Мисри, понятно, что он египтянин, Тахави. Таха – это деревня, где он родился. Ну и Азд – это племя, из которого он происходил. Корнями имам Тахави был из Йемена. Его предки переселились в Египет, и он родился уже в Египте. Имам Тахави родился в 229 году по хиджре, и, соответственно, мы с вами смело можем утверждать, что он входит в 3 поколения, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в отдельном хадисе восхвалил. На прошлом занятии мы с вами говорили, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из своих хадисов сказал: «Хайруль куруни карни, сумма алладина ялунахум, сумма алладина ялунахум». Лучший век мой, затем те, кто придут за ними, затем те, кто придут за ними. Итак, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул 3 века отдельно в этом хадисе. Эти 3 века называются период салаф, еще салафус салих, или праведные предшественники, и имам Тахави входит в этот период. Что касается самого имама Тахави, то изначально имам Тахави придерживался шафиитского мазхаба, обучался у своего дяди Ибрахима аль-Музни, но и есть разные риваяты, почему он поменял мазхаб. Согласно одного из риваятов, имам Тахави долгое время обучался у своего дяди, и в один прекрасный день дядя ему сказал: «Из тебя все равно ничего путного не получится». И это задело имама Тахави. По другой версии, дядя Ибрахим аль-Музни сам любил время от времени заглядывать в ханафитские книги. Имам Тахави, следуя примеру дяди, тоже стал изучать ханафитский фикх, и наибольшее влияние на его становление в ханафитском мазхабе и на смену мазхаба оказал кады Ахмад бин Аби Имран, который был назначен в качестве судьи в Египет. Имам Тахави начал посещать его уроки и в итоге поменял мазхаб на ханафитский. И теперь мы его знаем как ханафитского ученого. Нужно отметить, что имам Тахави был знатоком не только акиды, он глубоко знал и фикх, хорошо разбирался в хадисах сунни пророка, был знатоком арабского языка. Но вот здесь перечисляется список книг: Ахкам аль-Кур'ан, Ихтиляф аль-Уляма, это все, что связано с фикхом, Ма'ани аль-Аthар, Баяну Мушкиль Аthar, Китабу фит Тарих, видим, что история, Навадир аль-Фикхия, Манакиб Аби Ханифа, биографию Абу Ханифа он изложил, и, естественно, акида, которую мы с вами изучаем. Имам Тахави умер в 321 году по хиджре и, как видим, оставил нам очень богатое наследие. Переходя непосредственно к самому тексту акиды, мы начинаем, естественно, с самого начала. Это начало можно назвать введением.
имам Тахауи в этом начале говорит нам про свою базу, откуда он брал, на что он основывался. Итак, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Имам Тахауи говорит, هذا это ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. То есть все, что дальше последует после вот этого введения, то есть весь текст имеется в виду, упоминание и разъяснение акиды, убеждения ахлю сунна аль-джамаа, то есть убеждения суннитов, аля мадхаби фукаха иль-милля, согласно масхаба факихов, ученых этой милли, этой уммы пророческой, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше он перечисляет конкретные личности. То есть Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад бин аль-Хасан аш-Шейбани. وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولُ الدِّينِ. Это те основы религии, в которые они верили. وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ. И на основе этого они поклонялись Господу миров. Итак, мы с вами сказали, что имам Тахауи обозначил четко свою базу. Во-первых, мы из этого введения узнаем, что речь идет про акиду ахлю сунна аль-джамаа. То есть это не отклонение какое-либо, это путь, которым следовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И на прошлом занятии мы с вами сказали, что джамаа, община, подразумевает сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть все строго согласно сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и поступкам, словам его сподвижников. То есть мы с вами на прошлом занятии говорили, помните, мы с вами приводили аллегорию с источником горным, и из него течет река. Чтобы быть уверенными в чистоте той воды, которую мы пьем, мы должны знать источник. Вот он источник. Это пророк саллаллаху алейхи вассалям и его сподвижники. Следовательно, мы берем и изучаем чистые знания. Также аля мадхаби фукаха иль-милля ясно, четко сказано, что Абу Ханифа и его ученики являются известнейшими богословами уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается самого имама Абу Ханифы, известно, что он родился в 80-м году по хиджре. Мы отметили, что он был табиином. Абу Ханифа жил в сложное время и в сложном регионе, нужно сказать. Регион Куфа был регионом, во-первых, тем регионом, который находился на стыке арабской и персидской культуры. И помимо этого, то есть там арабский менталитет и персидский менталитет сталкивались, и получался такой, скажем, коктейль, симбиоз. Потом нужно отметить, что в этом регионе распространилось наибольшее количество разных сект и течений. Но это было связано с особенностями региона. Это древняя персидская культура, это плюс арабская культура. А потом еще нужно отметить, что во время аббасидских халифов создается Бейтуль-Хикма, дом мудрости, где начинают изучаться и переводиться труды греческих философов. Это тоже оказывает влияние и негативное, и позитивное на акиду. Вот в таком сложном регионе родился и жил имам Абу Ханифа. И еще будучи молодым, имам Абу Ханифа очень много времени посвятил спорам с последователями различных сект, в
в том числе атеистами, которые не верили в Аллаха Тааля. Ну и я уверен, что вы многие слышали и читали истории о том, как Абу Ханифа побеждал в этих спорах. Мы в них углубляться не будем. То есть одним из основных направлений Абу Ханифы это была акида, и вторым основным направлением, даже более известным, более глубоко развитым, стал фикх, исламское право. Как мы с вами сказали, Абу Ханифа жил не только в сложном регионе, но еще в сложное время. Это время смены династий, время, условно говоря, революций, восстаний, бунтов. И очень сложно было в это время сохранить и нейтралитет, можно сказать, но и сложно было сохранить свои убеждения. Но Абу Ханифа еще умудрился и развивать исламскую науку в этот период. Ему несколько раз и амияды, и аббасиды предлагали стать кады аль-Куда, главным судьей халифата, но Абу Ханифа отказывался, и при амиядах посажен был в тюрьму, и при аббасидах тоже. Абу Ханифа умер в 150 году по хиджре и оставил после себя огромное наследие. Его ученик, который здесь упоминается, следующим после него Абу Юсуф, был назначен как раз на тот пост, от которого отказывался Абу Ханифа, кады аль-Куда, и тоже внес огромный вклад в развитие ханафитского права. Дело в том, что все судьи халифата назначались по указу ученика Абу Ханифа, Абу Юсуфа. И это дало ханафитскому фикху большие возможности для развития. То есть ханафитские ученые получили очень много практического материала, на основе которого фикх разрабатывался. Сами посудите. Люди приходили к судьям-ханафитам, задавали вопросы, приходили со своими спорными ситуациями, и ханафитские ученые это решали. И благодаря тому, что в свое время османские халифы приняли ханафитский мазхаб в качестве государственного, это дало еще большее развитие ханафитскому мазхабу, и мы с вами даже можем наблюдать такие интересные примеры, когда, например, Египет, в Сирии уже ситуация поменялась, в Иордании тоже меняется, но в свое время в Египте, Сирии, Иордании, вот в этих государствах, но в том числе и в Османском халифате, все вопросы торговли, разводов, аренды и всего остального решались на основе ханафитского права. А в поклонениях они были шафиитами. То есть вот такой симбиоз был. Следующий ученик Абу Ханифы, Мухаммад бин аль-Хасан аш-Шейбани, он тоже занимал пост судьи, не главного судьи, не кады аль-Куда, тоже занимал пост судьи, но вклад имама Мухаммада заключается в том, что он является тем ханафитским богословом, который оставил наибольшее число письменных трудов. Да, имам Абу Юсуф тоже много книг написал, но наследие имама Мухаммада больше. Именно он сохранил для нас и зафиксировал, записал, можно сказать, формализовал ханафитское право, ханафитский фикх. Это то, во что они верят из основ религии. Здесь мы видим одно из названий науки акида – усулюддин. Усулюддин, то есть основы религии. Акида получила это название в силу того, что
это действительно основа религии. Без акиды ни о фикхе, ни об ахляке говорить не имеет смысла. Почему? Потому что до тех пор, пока человек не уверовал, он мусульманином не считается, и, соответственно, ни его молитвы, ни его посты, ни его хорошее отношение к соседям, ни его хорошее отношение к родителям, они на чашу весов его деяний не ложатся. Ангелы эти деяния не записывают. Только после того, как человек произносит шахаду ля иляха илlallah шахаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху и становится верующим, то есть признает все то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи саллям, то есть он принял акиду, только после этого имеет смысл говорить о божественных предписаниях, неважно, связаны ли они с фикхом или связаны ли они с ахляком. Но помимо этих названий, мы с вами говорили название акида, также у акиды было название калям, речь. Считается, что акида получила это название аль-калям по той причине, что в самом начале становления, когда ученые разбирали вопросы акиды, они все свои предложения начинали словами каляму ан, слова о. И вот это слово калям стало причиной одного из названий науки акида. «Уайдинуна бихи раббаль аламин», на основе этого они поклонялись Господу миров. То есть все, что мы с вами будем изучать, это было базой, от которой они отталкивались. Итак, мы с вами переходим непосредственно к самому тексту. «Накулу фи таухид Аллахи, муатакидина би тауфик Аллахи, инна Аллаха вахидун, ла шарика лах, ва ла шей'a мислуху, ва ла шей'a ю'джизуху, ва ла иляха гайруху». «Накулу фи таухид Аллахи». Мы говорим о единстве Аллаху Та'аля, муатакидина би тауфик Аллахи, будучи уверенными по воле Аллаху Та'аля, инна Аллаха Та'аля вахидун, воистину Аллаху Та'аля един, ла шарика лах, нет у него сотоварищей, ва ла шей'a мислуху, и нет у него подобия, ва ла шей'a ю'джизуху, и нет чего-либо, что способно его пересилить, ва ла иляха гайруху, и нет божества, подобного ему. То есть мы видим, что имам Тахави начинает с таухида, с единобожия, но отмечает очень важная фраза «Муатакидина би тауфик Аллах». Мы верим по воле Аллаху Та'аля. То есть та вера, которую мы с вами имеем, она не является нашей заслугой. Почему? Дело в том, что именно Аллаху Та'аля посылал нам посланников, и последний из них – пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Именно Аллаху Та'аля даровал им божественные писания. Именно Аллаху Та'аля в этих писаниях нам разъяснил суть акиды, суть веры. А кроме этого, Аллаху Та'аля дал нам разум, чтобы его познать, дал нам возможность на основе этого разума изучать его религию. Ну и, как говорится в одном из аятов, Аллаху Та'аля, после того, как мы решили принять эту религию, Аллаху Та'аля дальше облегчил нам этот путь. То есть в суре Лейль сказано: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва амма ман а'та ваттака, ва саддака биль хусна, фасанусируху лил юсра». А тому, кто выделял из своего имущества или жертвовал из своего имущества и был богобоязненный, «Уасаддака биль хусна», и признал прекрасное, то есть под прекрасным имеется в виду исламское вероучение.
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. Тому мы облегчим путь к легчайшему. То есть здесь говорится о том, что человек делает выбор в сторону принятия веры, и Аллах Та'аля ему дальше этот путь облегчает. Или ему человек попадается, который ему объясняет основы религии, или ему книга попадается, которая оказывает на него влияние. То есть все это по воле Аллаха Та'аля. Поэтому и верим мы тоже, и верующими являемся по воле Аллаха Та'аля. Наша вера не может выйти за рамки Его воли. Если бы Он не пожелал, мы бы верующими не были. И точно так же в одном аяте сказано, что если бы Аллах Та'аля пожелал, то всех сделал бы верующими. «Инна Аллаха Та'аля вахидун ла шарика ля». Воистину Аллах Та'аля один, един, и нет у Него сотоварищей. И когда мы говорим про единство Аллаха Та'аля, мы говорим про это единство не в математическом понимании этого слова, а в первую очередь мы понимаем уникальность Аллаха Та'аля, то есть отсутствие подобия. В некоторых комментариях к акиде Тахаве, в частности у Гунайми, это поясняется следующим образом. Единство Аллаха Та'аля подразумевает, что нет сущности, подобной сущности Аллаху Та'аля, нет ни у кого сифатов, качеств, подобных сифатам, качествам Аллаха Та'аля, и нет ни у кого действий, подобных действиям Аллаху Та'аля. То есть Он уникален, нет у Него подобия. В продолжении «ля шарика ля» нет у Него подобия. Дело в том, что бы или кого бы мы в этом мире не взяли, у него есть подобие. Скажем, если мы берем одного из нас, сидящих в этой мечети, то у каждого из нас на сегодняшний день более 7 миллиардов подобий. 7 миллиардов людей на Земле. Если мы берем эту мечеть, то у нее есть подобие, есть большое количество других мечетей в мире. И так далее, там подобное. Что бы мы ни взяли, скажем, если мы берем элементарную ручку, то у нее есть огромное количество подобий в мире. И под подобием можно понимать не только аналогичный предмет, но вообще любой предмет для фиксации, допустим, если мы говорим о ручке, любой предмет для фиксации информации. И карандаш в этом смысле является подобием ручки, и электронный стилус в этом смысле тоже является подобием ручки. И если, скажем, на экране планшета мы пишем не стилусом, а пальцем, то палец тоже является подобием ручки. И так далее, и тому подобное. Что бы мы ни взяли, в этом мире есть подобие. Даже если мы возьмем вещи совершенно не похожие друг на друга, вроде бы, но если мы углубимся в их состав, то все, что мы видим, и все, что мы не видим, то есть все, что существует, вся материя, она состоит из атомов и молекул. То есть в этом мы подобны. То есть в составности из атомов и молекул, даже если мы будем сравнивать несравнимые вещи, допустим, мы берем человека и камень, например, они подобны друг другу, но вроде бы не похожи. Но с точки зрения составности, они состоят из частей мельчайших, из атомов и молекул. И человек состоит из атомов и молекул, и камень состоит из атомов и молекул. То есть и здесь есть подобие. Что касается Аллаха Та'аля, то у него подобия нет. Ни в сущности, то есть нет другого божества, кроме него, мы говорим. Ни в сифатах. То есть если мы начинаем перечислять сифаты творений, скажем, цвет, запах, масса, объем, потребность в пространстве, скажем, наличие жизни или отсутствие жизни, состоят из частей, на части делятся и так далее и тому подобное, то ни одно из этих качеств не присуще Аллаху Та'аля.
Мы об этом еще будем говорить. Он уникален. Ну и, соответственно, нет ни у кого действий, подобных действиям Аллаху Тааля. Никто не способен, например, создать мир. Если мы сравниваем, допустим, человека и Аллаху Тааля, то, условно, мы иногда в отношении человека употребляем глагол «создал». Скажем, говорим, что художник создал картину. На самом деле он ее не создал. Создание подразумевает из ничего. А художник что делает? Он берет готовый материал, холст, берет готовую краску, в основе которой какие-то, скажем, природные материалы, и наносит эту краску на холст. То есть он один элемент, один материал преобразует в другой. Все. На самом деле он не творит. То есть и в действиях у Аллаха Тааля нет подобия. Поэтому мы говорим «един Он». И если говорить про единство Аллаха Тааля, скажем, если мы обратимся к Корану, то в Коране по этому поводу очень большое количество далилей. Один из них каждый из нас знает. Первый аят суры Ихлас. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. «Куль хуа Аллаху ахад». Скажи, Он, Аллах, един. Ну и, естественно, мы как мусульмане, как верующие, должны познавать Аллаху Тааля. И вот в отношении познания Аллаху Тааля среди различных исламских течений или течений, которые появились в истории ислама, будем лучше так говорить, поскольку есть разногласия, какие мы можем считать исламские, какие нет, были разногласия. В частности, хашавиты, которые уподобляли Аллаху Тааля созданием, они говорили, что человеку вообще не обязательно познавать Аллаха Тааля. Достаточно, если он признает те тексты, в которых, или даже не сами тексты, а признает буквальные тексты, в которых, буквальный смысл текстов, в которых говорится об Аллаху Тааля. Что же касается большинства ахлюс сунна валь джамаа, то они говорили, что человек обязан познавать Аллаху Тааля. И по этому поводу даже есть высказывание Абу Ханифы известное. Один из учеников во время урока у имама спросил: «О имам, вот мы счастливые люди. Поколению, которое предшествовало нам, был послан пророк, и до нас дошло Божественное Писание. А что делать людям, которые живут где-то на далеких островах и в дремучих лесах?» И тогда Абу Ханифа очень кратко ответил: они должны познать Аллаху Тааля своим разумом. И поэтому большинство ученых ахлюс сунна валь джамаа говорят, что познание Аллаха Тааля обязательно. Но есть разногласия по поводу того, как познается Аллаху Тааля. И если мы посмотрим, то, например, ахлют тасауф, суфии, они считали, что Аллаху Тааля познается посредством усердия и большого количества поклонений. То есть посредством поклонений человек должен дойти до такого состояния, что как будто он своим сердцем, своей душой видит Аллаха Тааля, непосредственно общается с ним. Ну, как об этом сказано в хадисе, когда Джибриль, алейхиссалям, задал пророку вопрос: а что такое ихсан? То пророк сам ответил: ихсан – это твое поклонение Аллаху Тааля в такой степени, как будто ты его видишь. Ведь даже если ты его не видишь, он тебя видит. Часть ученых считала, что познание Аллаха Тааля осуществляется посредством внушения, то есть Аллах Тааля сам внушает нам знание о самом себе. Потом шиитская секта исмаилитов считала, что Аллаху Тааля
познается посредством безгрешного имама, и мутакаллимы, можно сказать, ученые акиды, считали, что Аллаху Тааля познается посредством размышления и посредством поиска доказательств на его существование и доказательств его атрибутов. И если мы говорим про существование Аллаха Тааля, то за историю ислама ученые высказывали очень большое количество доказательств. Ну, например, имканат зават, возможность существования творений. По этому поводу Аллах Тааля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, валлаху аль-гани ва антум аль-фукара». Аллах Тааля богат, а вы бедны. И на основе вот этого аята ученые вывели доказательства обязательности существования Аллаха Тааля. То есть суть доказательств заключается в том, что поскольку этот мир уже существует, и мы свидетели его существования, то откуда-то же этот мир должен был появиться. Следовательно, он должен быть результатом чьей-то воли, чьего-то могущества, а именно Аллаху Тааля. Но здесь, чтобы далиль был более понятный, мы с вами можем привести такое доказательство, которое можно пощупать. Но представьте себе весы аптекарские, не электронные, а у которых вот две чаши, они качаются вот так. И если у нас весы находятся в состоянии неравновесия, то есть одна чаша перевешивает другие, мы задаемся вопросом: а могут ли весы поменять свое состояние на противоположное сами по себе? Каждый из нас понимает, что само по себе не может быть. Нужно какое-то влияние, или груз нам нужно туда положить, или рукой нажать нужно, и только тогда весы меняют свое состояние на противоположное. Теперь мы вот эту логику переносим в область акиды и говорим о создании мира. То есть, например, мира не было когда-то. Мир был в состоянии небытия, его не существовало. А сейчас мы видим, что мир существует, значит, чаша весов все-таки качнулась в сторону бытия. Она сама по себе могла это сделать? То есть мир сам по себе мог возникнуть? Естественно, нет. Соответственно, должен был быть тот, кто своей волей, своим знанием, своим могуществом привел этот мир или вывел этот мир из состояния небытия в состояние бытия, то есть создал, другими словами. То есть обязательно должен быть создатель. Например, даже у вот этой трибуны, вот этой подставки, которую мы используем для чтения Корана, у нее есть тот, кто ее сделал. Несмотря на то, что у нее, скажем, строение очень простое, несколько листов ЛДСП, несколько евровинтов, шурупов, несмотря на то, что она такая простая по строению, эта подставка, но никто из нас не поверит, что она появилась сама по себе. Все же с этим согласны, я думаю. А если мы говорим про мир, какой он сложный? Люди тысячелетиями этот мир изучают, и до конца мы его не познали. Даже свой собственный организм. Скажем, по поводу аппендикса окончательно еще нет ответа, а для чего нужен этот орган в нашем теле. Но все равно нужен, он какую-то функцию выполняет. Да, действительно, даже сам процесс зачатия, по идее, само зачатие, оно с точки зрения вероятности невозможно, нереально. Почему? Потому что у мужчины щелочная среда, у женщины кислотная среда. Кислота и щелочь друг друга нейтрализуют. Тем более, что там очень большая конкуренция между сперматозоидами. И потом, даже если, скажем, вот зачатие оно произошло, первая клетка появилась. Откуда эта клетка знает, в каком месте нужно вырастить кость,
в каком месте должно быть мясо, в каком месте должна быть почка, печень, легкие, мозг и так далее и тому подобное. И они совершенно разные ткани. Они совершенно разные по своей структуре. То есть это тоже доказательство существования Аллаха Тааля. Но невозможно даже зачатие человека, даже его развитие в утробе матери без божественного вмешательства. Также есть доказательство, которое называется аль-худуth. Мы его видим в поступке Ибрахима, алейхиссалям. То есть есть несколько аятов, в которых рассказывается о том, как Ибрахим, алейхиссалям, своим соплеменникам доказывал существование Аллаха Тааля. Некоторые считают, что Ибрахим, алейхиссалям, таким образом пришел к вере. На самом деле нет. Ибрахим, алейхиссалям, он был верующим, поскольку это пророк. И для пророка абсурдно, чтобы он был неверующим. Ибрахим, алейхиссалям, поэтому был верующим. Но он пытался постепенно вести своих соплеменников к вере. История известна. Ибрахим, алейхиссалям, вечером увидел звезду и сказал: «Видимо, вот это мой Господь». Но когда появилась луна была больше, чем звезда. Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Нет, вот она больше, скорее всего, это мой Господь». Луна исчезла, взошло солнце. И Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «А вот оно еще больше, вот, скорее всего, мой Господь». Вечером солнце зашло за горизонт. И Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Как так? Мой Господь не может быть исчезающим». Таким образом, Ибрахим, алейхиссалям, пытался доказывать своим соплеменникам существование Аллаха Тааля. Помимо этих доводов в нашей истории ислама мы можем привести много примеров, доказательств ученых. Ну, скажем, то же самое доказательство Абу Ханифа, оно известное. Однажды Абу Ханифа в одиночестве сидел в мечети ворвалась группа вооруженных людей, они Абу Ханифу окружили. Ну и Абу Ханифа, видя, что он, естественно, понимает, что спасения никакого нет, он говорит им: вы можете со мной делать, что хотите, но разрешите один вопрос задать. Потом, пожалуйста, можете убивать. И Абу Ханифа, они соглашаются, Абу Ханифа задает вопрос. Представьте себе корабль, который плывет по морю, строго следует своему курсу, несмотря на ветер и штормы, он строго идет по тому курсу, по которому должен идти, но на этом корабле нет ни команды, ни капитана. Возможно ли такое? Те говорят: конечно, невозможно. И тогда Абу Ханифа говорит: как же вы тогда можете утверждать, что вот этот мир, более сложный, чем корабль, мог произойти сам по себе? Другое доказательство принадлежит современнику Абу Ханифы, потомку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Джафару ас-Садику. Но суть его немножко другая. Если Абу Ханифа размышляет с точки зрения логики, то Джафар ас-Садик доказывает с точки зрения души. Однажды у Джафара ас-Садика была дискуссия, спор с безбожником, и Джафар ас-Садик ему задает вопрос: а плавал ли ты когда-нибудь в море? Тот отвечает: да, плавал. Джафар ас-Садик задает второй вопрос: а был ли ты в сложных экстремальных ситуациях? Тот говорит: да, и начинает рассказывать. Вот однажды мы отправились в плавание, сначала все было хорошо, прекрасно, замечательная погода, солнце, но через некоторое время погода испортилась, сначала был сильный ветер, потом начался шторм, и наш корабль практически развалился на части. Я ухватился за бревно, но вскоре уже силы у меня кончились, бревно из рук у меня выскользнуло. Очнулся на берегу. И Джафар ас-Садик вместе с ним анализирует эту ситуацию. Он говорит: вот когда ты сел на корабль, ты надеялся на сам корабль, на команду, на капитана. Когда корабль разрушился, ты надеялся на бревно. А когда бревно у тебя из рук выскользнуло, ты смирился со смертью
или ждал спасения? Тот ответил: я ждал спасения, надеялся на спасение. Тогда Джафар ас-Садик ему задал вопрос: от кого ты ждал спасения? Безбожник промолчал, и Джафар ас-Садик ответил вместо него: ты ждал спасения от Аллаха, который создал тебя. То есть вера заложена в душе человека. Она заложена еще в тот момент, когда был аль-мисак, когда каждый из нас находился перед Аллаху Тааля, когда каждый из нас засвидетельствовал «Баля», да, мы признаем Тебя в качестве Господа, вера в тот момент в нашей душе, она возникла. И с вот этой верой мы в этот мир приходим. Но дело в том, что когда мы живем в этом мире, мы больше живем разумом. Душа уходит немножко на второй план. И чтобы вот эту веру, которая у нас в душе, как бы почувствовать, ну или, условно говоря, вспомнить, нужно же, чтобы человек оказался в экстремальной ситуации. Ну, я в шутку говорю, для этого человека нужно выбросить из окна 10-го этажа. Когда в экстремальной ситуации человек уже, он хочет, не хочет, обращается к Аллаху Тааля, вспоминает своего Создателя. Ну и в завершение приведем еще один довод. Этот довод принадлежит имаму аш-Шафи'и. Когда у него спросили: а есть ли у тебя доказательства существования Аллаха Тааля, имам Шафи'и ответил: да, есть. Это листок тутового дерева. Лист тутового дерева. У него спросили: как так? Один лист и доказательство существования Аллаха Тааля? Имам Шафи'и ответил: да, конечно. Этим листом питается гусеница, и мы получаем шелк. Этим листом питается пчела, и мы получаем мед и продукты пчеловодства. Этим листом питается овца, и получается помет. И этим листом питается газель, и мы получаем мускус. То есть вот настолько разнообразное творение Аллаха Тааля. На этом мы с вами сегодняшний урок завершаем. Мы с вами поговорили о единстве Аллаха Тааля и Его существовании. И на следующем занятии мы будем говорить про могущество Аллаха Тааля, то есть, что Его ничто не способно пересилить, и отсутствие других божеств помимо Него.